Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Можем из этого выявить. Весь мир жалеет Айшу, в то время как Айша сама себя не жалела и более того говорила такие слова. То есть она Говори. сама сказала, в 9 лет девочка становится женщиной. Опять-таки вот эти вот либеральные понятия, которые они пытаются исламу присвоить, вы поймите, что 1400 лет это не равно 21 век. Там и физиология могла На самом деле, даже в современное время можно заметить, что не обидеть женщинам, что женщины стареют быстрее, чем мужчины. Ты заметил? Ну, они становятся старше быстрее, чем мужчины. Почему? Потому что от времени это зависит. Это действительно эти факторы, которые зависят от времени. Более того, вот смотрите, они говорят, что вот, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, совершил вот это вот ярая клевета. То, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, совершил такое злодеяние в отношении Айши. Правильно? Скажите, пожалуйста, ребенка можно вот в 9 лет, если он там, допустим, ладно, хорошо, это 9-летний ребенок, его можно как-то подготовить психологически к этому? Вот скажите, как вы думаете? С вами же говорю. Повтори. Как вы думаете, ребенка в 9 лет возможно подготовить к половой жизни, к браку и так далее? Не знаю, если честно. Нельзя. Почему? Потому что психология детская, она не умеет реагировать на подобного рода вещи. И сколько раз не объясняя ребенку, типа, вот, ты выйдешь замуж, так будет то-то, то-то, но ты не переживай. Когда она столкнется с этим, она все равно не будет знать, как на это реагировать. И это будет стопроцентная травма ребенку, которая останется с ним на протяжении всей его жизни. Но если мы будем изучать биографию Аиши, она любила пророка, она ревновала пророка. Опять-таки мы это из достоверных хадисов знаем. Она после его смерти, грубо говоря, она гордилась тем, что она единственная девственница из всех его жен. После его смерти, после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она посвятила целую жизнь тому, чтобы продолжить дело своего мужа. Она стала ученым исламской уммы. Понимаете, о чем идет речь? И вот у меня спрашивается вопрос. Человек, который подвергался насилию, человек, который подвергался абьюзу и вот всем этим вещам, это поведение соответствует поведению Айши? Поэтому Ибхармуту и всем остальным, кто обвиняет, просто вот такой вот максимально простой вопрос. Как вы это объясните? Islam. Ijomart alagar waqan kutu. Qambiya shuya. Ah!